В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Станислав Куликов. Это адвокат и неравнодушный житель одного из домов по улице Менделеева, который нам готов рассказать о том, как бороться с закладчиками. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и в частности, первый вопрос. Давайте обрисуем нашим телезрителям кратко ту ситуацию, с которой столкнулись вы лично сами, ну и жители вашего многоквартирного дома. Да, короткая ситуация следующая. Есть такое явление, да, у нас не секрет, как закладчики, так называемые. Понятное дело, что закладки эти формируются, образовываются не на пустом месте, кто-то их закладывает буквально, да. И, к сожалению, так вот не повезло нашему дому, что в нашем доме, как впоследствии выяснилось, проживала парочка таких, это вот мужчина и женщина, которые зарабатывали, да, на этом. Они были, по сути, распространителями, вот. По дому разбрасывали закладки в подъезде и, соответственно, за этими закладками, чаще всего ночью, естественно, без спроса приходили всякого маргинального вида граждане, которые пугали жителей, портили им имущество общедомовое и всячески досаждали, откровенно говоря, всему дому. Ну, в частности, страдал от этого не только 1, 2, 3 подъезда, весь, получается, шестиподъездный дом. Девятиэтажный, да? 10-этажный дом, 6 подъездов, да. В каждом подъезде такая беда была. Тут еще надо понимать, что контингент разный живет. Где-то есть полноценные семьи там, с мужчинами, да, в домовладении, а где-то бабушки, дедушки одни, где-то там одинокие живут, где-то много детей маленьких в семьях. Разумеется, так или иначе, соседи все более заинтересованы в обеспечении, прежде всего, своей безопасности. Потому что вот эти все лица наркозависимые, тут не секрет будет, что они часто бывают не просто маргинально настроены, а агрессивно бывают. Плюс, возможно, наверняка еще и в неадекватном состоянии некоторые приходят, чтобы забрать. Как показала практика, чаще всего они уже находились в состоянии наркотического опьянения, приходили за новой дозой очередной и так далее. Ожидать от подобных лиц какого-то трезвого поведения, адекватного, конечно, наивно. Проникали в подъезд различными способами, там, представляясь соседями, сотрудниками полиции даже представлялись, сотрудниками коммунальных служб. Когда им уже после, скажем так, вразумительных бесед с соседями просто перестали открывать, они, конечно, стали нагло себя очень вести, проникать в подъезд с другими жителями. Там, если с мужчиной он побоится, да, заходить, то там, за бабушкой вслед проскочит или за ребенком, что, разумеется, тоже неприемлемо, понятное дело, да, всех это всячески удручало, да, это, откровенно говоря, пугает, когда вот такой посторонний человек пытается что-то явно недоброе сделать. Мало ли что у него на уме. При этом он приходит еще и портит имущество. Наверняка, да, и ломали там у вас и почтовые ящики те же самые, да? Больше всего страдала, собственно, входная дверь подъездная, магнитная. Страдает имущество, да, все практически. Вот любые места в подъезде максимально неожиданные, куда можно положить маленький сверточек с веществом, они будут задействованы. Если их нет, они будут созданы. Что-то там отколупают, отковыряют, сломают, туда заложат. Как начали с ними бороться? Как вам удалось всем так жителям сплотиться, чтобы дать отпор этим злоумышленникам? Началось банально с того, что, я, кстати, считаю, это справедливый разумный совет для всех жителей многоквартирных домов. Общайтесь с соседями, узнавайте, кого как зовут, кто кем работает, дети есть, нет, какие интересы, обменивайтесь телефонами, создавайте чаты. Вам это и в обычной жизни пригодится, потому что все-таки жизнь МКД это вещь серьезная, и где-то надо с управляющей компанией работать вместе, какие-то решения совместно принимать по ремонту. А здесь, уже, в общем-то, на тот момент, когда у нас эти события начались, мы с семьей проживали там не первый год, в принципе, со всеми перезнакомились, максимально лояльные отношения смогли наладить со всеми, и это помогло. Вот. А с чего началось все? Началось с того, что когда вот в очередной раз посреди ночи, значит, нам там в домофон звонят, соседи жалуются, что кто-то двери ломает в подъезд, уж не открывают. Мне это надоело, я решил попробовать обратиться путем обращения в правоохранительные органы. Таковых было несколько у меня. Обращался как в территориальный отдел полиции, так и в специализированный отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Таких обращений было у меня порядка 3. Во всех случаях у меня был получен отказ в возбуждении уголовного дела, ввиду банально недостатка фактических обстоятельств, которые свидетельствовали бы
о том, что действительно имеет место какое-то распространение. То есть, проще говоря, было на тот момент невозможно установить лицо, которое причастно к этому распространению запрещенных веществ. А как же камеры видеонаблюдения? Они сейчас и на домофоне камеры, фиксируют, и в подъездах они есть. Камеры у нас не сразу появились для начала. Вот. И в подъезде, и на домофоне у нас они появились далеко не сразу. Это тоже вот к вопросу о необходимости общаться с соседями и договариваться о том, чтобы поставить камеры, нанять соответствующую организацию и внести соответствующие изменения в платежные документы по квартплате, чтобы это все дело оплачивать раз в месяц. Это тоже, в общем-то, труд непростой. К вопросу о том, что всех знать, со всеми общаться, со всеми дружить. Это правильно, это нужно. Да, камеры не сразу помогали, но а что камеры? Люди, которые достаточно аккуратны, скажем так, они умеют эти камеры обходить для начала. Во-вторых, мы все-таки не профессионалы, ну что мы будем там высматривать видео посекундно, кто там заходит, кто нет. На это нет ни времени, ни возможностей. И опять же, как впоследствии выяснилось, здесь вот какой момент. Крыша в доме, она была общедоступна для всех. То есть замков на выходы на крышу не было. Соответственно, это лицо, которое занималось распространением, оно имело возможность просто-напросто, не выходя даже из подъезда, попадать в другие подъезды. Он у себя вышел, поднялся, где все надо, заложил и вернулся тем же путем. Да, это, в общем-то, несложно оказалось, потому что вот так вот устроено. Потому что провайдерам проще открыть двери на крышу, чтобы был доступ к оборудованию. Резонные жалобы от соседей. Вот у меня телевизор не работает или интернет. Ну, не ждать же там весь день, да, пока вам откроет кто-нибудь, ключи всем не выдать. Поэтому вот такое решение было найдено. Ну, как оказывается, разные недобропорядочные граждане очень такими вещами любят пользоваться. Ну и камеры все-таки вот наиболее реально поставить одну камеру в подъезде на вход. Все, на каждый этаж просто, я считаю, нереально устанавливать. Это и дорого, и потом все это оплачивать. Вот, не очень. Ваши дружины, хотелось уточнить, как люди вообще отреагировали и как вы взаимодействовали? Взаимодействовали да, ли? по телефону связывались. Ну, грубо говоря, сосед какой-то первый установил, что вот происходит то-то. Раз в чат или личный звонок. Мужики, кто дома? Раз мы собрались, дома. Вышли. Собрались, встретили молодого человека, который непонятно забрал или нет вещество, к этому сейчас мы подойдем. Ну вот вы знаете, когда вот человечек один, а его там 5 недовольных жильцов дома окружают, никуда он не уйдет, его трогать даже не надо. Дальше звонок в полицию, и вот так и так задержали гражданским задержанием лицо, которое, возможно, либо захватчик, либо потребитель. Практически все разы у нас своевременно, оперативно приезжал наряд полиции, указанное лицо задерживалось и уводилось в отдел полиции для дачи дальнейших объяснений. Зачем это было нужно? В последующем это нам очень помогло, потому что указанные лица, первое, могут, возможно, сообщить о том, где и у кого приобрели вещество. Ну, сейчас общеизвестный факт, что вот в мобильных телефонах, смартфонах через известные приложения люди общаются в закрытых каналах, ботах. И многие просто там не успевают удалить сообщение, еще там что-то. В принципе, таким образом можно через вот его переписку выйти, кто же ему это продает. Хотя бы доказать факт намерения, что он это пытался сделать. А почему, опять же, важный момент такой, почему мы не знаем, есть у себя, у человека что-то в кармане или нет из запрещенного, что мы, как граждане, обыскивать его, досматривать не можем, права не имеем. Поэтому мы только предполагаем. Возможно, у кого-то что-то изымалось, возможно, нет, мы не знаем, потому что часто бывали случаи, как мы предполагаем, что вот такие потребители приходили, кто-то до них уже успевал забрать. Ну, магазин так, не знаю, может, зарабатывает он на таких вот обманутых, да, наркоманах или что. Ну, мы за них не переживаем, как говорится, да, это их проблема. Но вот суть такова, что в целом постепенно там одно такое, второе, третье, пятое, десятое, несколько таких было случаев, люди самые разные были. Молодые парни, группками по двое-трое, взрослые мужчины. Даже так. Прям почтенного возраста гражданин был, представлялся работником ЖКХ, при себе имел связку ключей с магнитными замками. То есть он имел свободный доступ в подъезды, нас сотрудники полиции при нас прямо отобрали у него эти ключи и благополучно увезли. По кому-то удалось на месте установить, что ранее привлекался по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Один раз был случай, когда удалось задержать лицо, находящееся в федеральном розыске.
И вот, собственно, после этого случая у нас, можно сказать, удача к нам повернулась лицом. Потому что бывали моменты, когда, допустим, дома кто-то один из активных и неравнодушных граждан, кто достаточно смел, уверен в себе, что вот может выйти там кого-то остановить. И бывали случаи, когда приходили по двое-трое, например, то есть, грубо говоря, поддержку с собой брали такие вот персонажи. Ну, приходилось как-то вот разбираться с двумя, с тремя. Понятно. Вот. Ну, была ситуация, сейчас я быстро закончу, когда в один день, значит, сообщили в отдел ГИБДД по сервису «Пьяный водитель», потому что на машине прям приехали граждане, ладно, мы там тоже все вышли, нас оказалось больше, чем их, в подъезд они не проникли, и вот их потом ГИБДД задержало, пожалуйста, по этому поводу. И в день, когда задержали лицо, которое было вот в федеральном розыске, он был вооружен, насколько я знаю, ну, нож, по-моему, что-то такое с собой было. Он тоже наркопотребитель, пришел с закладкой не вовремя. Видимо, что-то вот произошло такое, что накопилась критическая масса обращений. И буквально через там, месяц, наверное, после этих событий, все уже мы узнали, нам сообщили сотрудники полиции, что была задержана такая вот парочка, жили в вашем подъезде, распространяли, и, вы знаете, прекратилось. Вот, прекратилось. И еще одну историю расскажу в связи с этим. Вот нашли что-то, если, да, в подъезде. Бывает такое, что граждане сами обнаруживают вещества. Вот в нашем случае мы как сделали? Обнаружили некий подозрительный сверточек, и когда по телефону обращались, сообщили об этом, что обнаружен сверток, возможно, наркотическое вещество. Вот в течение часа, может, приехала следственно-оперативная группа, все зафиксировала, изъяла вещество, что, возможно, послужило основанием для возбуждения уголовного дела уже и полноценного расследования в связи с этим. То есть действовать в этих всех ситуациях можно и нужно спокойно, вполне себе правовыми методами, без вообще риска для себя или с минимальным риском, да. Вот. То есть дружно с соседями, но при этом еще и контактируя с правоохранительными органами. Контакт, конечно же, нужен. То, что вот у многих людей руки опускаются после там какого-то первого отказа. Ну, вот я вот там рассказываю, у меня их 3 было. Но ничего страшного, всякой жизни бывает. Это не говорит о том, что кто-то что-то плохо делает и не делает. Это всего лишь говорит о том, что в ваших интересах продолжать реализовывать свои права. Не опускать руки, не стесняться заявлять о нарушениях каких-то, жаловаться, возможно, даже. Это приведет к результату рано или поздно. Вот, в принципе, так. Ага, спасибо большое, Станислав, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я же напомню телезрителям, что у нас в гостях был адвокат Станислав Куликов. Ну, я же с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ. Спасибо, до свидания.